Меня зовут Айдар Муждабаев, и мы продолжаем программу «Бюгюн». И, конечно, главная новость сегодняшнего дня – это встреча в Женеве президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена и русского фюрера Владимира Путина. В данный момент они с закрытыми дверями обсуждают, что мы толком не знаем, но между тем, и в том числе, было заявлено впервые в истории, где-то в неделе за две, наверное, почти сразу после того, как была анонсирована эта встреча, этот саммит двух миров, что они в том числе будут обсуждать ситуацию в Беларуси. Это было удивительно, потому что никогда не обсуждали ситуацию в Беларуси и американцы с россиянами ни в каком формате. Беларусь считалась, наверное, по умолчанию считалась зоной влияния Путина, и там Евросоюз что-то пытался делать и как-то вытаскивать Лукашенко с Белоруссию в сторону Европы. Лукашенко лавировал, хитрил, лавировал, да не особо вылавировал, как то говорят. Но мы все-таки знаем ситуацию в Беларуси достаточно поверхностно. Основное, что мы знали, это августовские события, когда многие украинцы надеялись на чудо белорусское, которого, к сожалению, не случилось, как многие аналитики говорили, в том числе и ваш покорный слуга, потому что там просто ситуация так складывалась, что вряд ли это могло обернуться победой. Но чем обернулось, тем обернулось. И сегодня у нас уникальная абсолютно возможность, потому что так совпало, что именно в эти дни в Киеве оказался человек по имени Сергей Высоцкий. Он сейчас у меня в студии. Сергей, чтобы ничего не соврать, это, вы член партии или руководитель партии? Да, керівник Белорусской партии «Свобода, самооборона». Угу. Это в Беларусі не зареєстрована організація, але яка має відоме досягнення, пригожа історія боротьби за державну незалежність, за демократію, боротьби супроть російських фашистів, супроть тиранії. Куропати, пам'ятаєте, така акція була вельми грандіозна в Білорусі, це наш здобуток. Боротьба супроть русского мира, тому що для того, каб нават тыя ранейшыя часы просто цяжкія тиранії, каб існаваць, таксама прыходзілася змагацца, і беларускія патрыёты давалі процівагу этим маргинальным и немаргинальным организованными российскими спецслужбами структурам русских фашистов в Беларуси. Сергей, я вас попрошу перейти на мову оккупанта, потому что просто я-то понимаю, о чем вы говорите, и просто нас смотрят некоторые люди в Крыму, которые не так хорошо владеют украинской мовой, поэтому это чуть-чуть дальше, чем украинская, поэтому давайте. Конечно. Я, кстати, хочу сказать первое в этой ситуации, высказать поддержку крымско-татарскому народу, потому что вам сейчас тяжелее даже, чем нам. И я представляю, какая боль это внутренняя, постоянно вот так. За 20-й год, до этого было не сладко. За 20-й год, я, знаете, сгорело все сердце просто от того, что происходило в Беларуси. Сгорело в первую очередь из-за угрозы независимости. Потому что страна висит на волоске. Она и сейчас висит. Висит на сегодня на волоске. И уже могло не быть в Беларуси. А вот ситуация крайне сложная, шахматная. Ее нельзя подводить с очень простыми выводами некоторых экспертов, политологов, даже очень толковых, которые дают с лету какую-то формулу. Это крайне тяжелая ситуация. Но я представляю себе, когда жить так, бороться за свою родину, когда у тебя забрали. И поэтому также я знаю, какое мужество крымские татарские парни, как они воюют за Украину. И высказываю захопление. Кстати, белорусов тоже воюет немало. Да. Меньше, чем 200 человек. Но я вам скажу, это больше, чем всех, например, прибалтов и поляков вместе взятых. А не забывайте, что это граждане тоталитарной страны. Мы не будем считаться, потому что каждый, кто на стороне Украины, наш брат. И дело не в количестве, конечно, а в настрое. Да? Понимаете, сейчас объясню. В Украине была такая история, что были очень большие надежды. Если так рисовать график интереса к событиям в Беларуси, от августа такой взлет, потом падение. И сейчас, если честно сказать, то, наверное,
интерес со стороны наших зрителей сошел практически до нуля. То есть в массовом сознании многих людей Беларуси уже не существует. То есть, что она может самостоятельно сделать, тем более после того, как он самолет посадил он или с ФСБшниками вместе, или они ему впихнули эту идею, или он на нее поддался. Так или иначе, до этого был арест так называемой группы Автуховича, которую тоже связали там с Украиной, он там Лукашенко высказал, или кто там высказывался, что там это фашисты там и так далее. Потом еще одна группа была с одним людей. И, наконец, Протасевич, да. И нам кажется, что все, страны нет, просто это доминион Беларусь. Беларусь доминион России, так же, как Армения, она же не ведет самостоятельную политику фактически, да, то есть, политика в Москве решается. Как на самом деле это? Я вам скажу, что, уважаемый мой коллега, вы задали сразу 5 вопросов где-то, и все не очень серьезно и очень... Но, наверное, начну, как говорится, с конца. С этой истории, которую, безусловно, Лукашенко подставили, какой бы он ни был психически, уравновешенный или неуравновешенный человек, мы знаем, о чем мы говорим, да? Ясно, что у белорусского КГБ физически нет таких возможностей, ни полноценного посольства в Греции, такого штата сотрудников, так далее. И некоторые даже правозащитники тоже раскопали имена тех сотрудников ФСБ, которые провернули эту операцию, уже хорошо известно по это все. Но, знаете, тоже показатель. Представляют это западным структурам, а западным структурам неинтересно. Что неинтересно? Неинтересно след России, неинтересно российское влияние. Потому что страшно. Им хочется маленького ударить. Шестерку монстра. Да, мне тоже это показалось так лицемерно. Все же понимают, что ФСБшники этим занимаются. Да, я понимаю, что Лукашенко, извините, да я понимаю, что Лукашенко просто не мог оказаться. Это такой подарок, который не взять нельзя, когда они привели, сказали, бери. Но если бы он не взял, это не по-пацански. Я говорю, даже немножко смешно. Но знаете, как это не я, это они. Не называя, кто они, мы не могли, это, вы же понимаете, у нас нет, то есть он это, ясно, что он не может сказать. Понятно. Но, конечно, они его на этот крючок подсадили, его психологическая и психическая реакция на эту ситуацию. И была провернута эта операция. Есть, к сожалению, очень плохие новости, что это может повториться еще более брутальной форме. В смысле? А как же еще брутально? Сбить самолет? Они считают, что даже это еще не до конца, потому что сделано очень много страшного. Да? То есть Лукашенко совершил эту глупость, этот инцидент, который преступен. Это преступный инцидент. Преступление, давайте так. Но, с другой стороны, абсолютно топорная реакция со стороны западных структур, со стороны, извините, наших соседей, потому что если мы нарушаем международные нормы и требуем при этом от диктатора в исполнении международных норм, то чем мы лучше за него? Извините, MH17 погибло 289 человек, и следствие, суд идет по сегодня. Аэрофлот летает, никто небо над Россией не закрывает. Тут принимаются такие страшные решения еще до без суда и следствия. Но вы сам ответили на все. Тут суд и следствие. Да и там он, в принципе, не особо нужен для политических решений. А здесь понятно, что Европа хочет показать. Они же не могут сказать, так, это операция ФСБ и КГБ Беларуси, поэтому не летаем над Российской Федерацией и над Беларусью. Это же как-то, это же санкции, получается, против Путина, а с ним надо аккуратно. А вот с этим можно вот так. И, в принципе, работает сценарий России. Во внешней политике Лукашенко обнулен. Никто, конечно, не восстановит никакое авиасообщение. Я думаю, уже это тоже вопрос закрытый. И фактически, как Северная Корея замкнута на Китай, получается, что Беларусь в каком-то виде, будет там Лукашенко или нет, это я вас тоже спрошу, она фактически по всем пунктам замкнута на Россию. Я вам скажу, что нужно отдать должное, что даже в такой ситуации, прижатые, как бы мы ни относились к диктатору, смотрите, все российские каналы уже вообще все похоронили, он приезжает, должен подписать, все уже Лукашенко говорит про признание чуть ли Крыма не признание, но через 2 дня самолеты в Крым не полетят. Дальше идет информация, приезжают, следователи ЛДНР, это, как я понял, некоторая компенсация в Москве за то, что не признал Крым. И что выдает диктатор? Он выдает
Ну, приехали, там, значит, там поговорили, я так понял, попили водки, уехали. Вот сейчас была, когда пресс-конференция с Протасевичем, они сказали, что упрощают контакты с Украиной даже, для украинцев въезд в Беларусь, там, то есть такие пассажи, да. То есть к чему я говорю? Он борется за власть, но в данном случае ставки слишком высоки. Тут не только история с ним. Отрезая Беларусь, блокируя, подрывая белорусскую экономику, уничтожая, как некоторые ваши эксперты, уж не знаю, как их назвать, этих людей, но у меня просто нет слов, которые ратовали за разрыв дипломатических даже отношений с Беларусью. Там, давайте все порвем, все поломаем. Послушайте, я вам объясню логику украинскую. Это у вас свой интерес. Украинцы с Россией призывают давно уже разорвать отношения, а Беларусь, она же военный союзник России. То есть, в принципе, тут ничего такого особенного нет. И, ну, что толку, что там сидит наш посол? Ну, что? Но я вам скажу, давайте будем объективны. Все-таки не то, что они здесь танк, ни одна ракета, но ни одного выстрела со стороны Беларуси не было. Да, был грипп, который задержали. Вот, но и все. В самый критический момент войны со стороны Беларуси шел мазут, шла техника, комплектующая и так далее, и так далее. Да, это мы знаем, что это стиль такого циничного политика. И мы знаем, кто такой и что такое Александр Лукашенко. Но тут ставки стоят выше, чем просто его... Ну, я два слова. Да, я понимаю. Я смысл вашей речи понимаю. Но я хочу даже вернуться немножко к предыдущему, к тому, что вы правильно сказали, что в Беларуси начиналось. Ведь нужно взять то, что было в 2019 году, что происходило в какой всей этой атмосфере. А уже шел страшный шантаж Лукашенко со стороны Москвы требованием так называемой углубленной интеграции. То есть действовали российские спецслужбы, технологи, телеграм-каналы, шла работа с оппозицией. Менеджеры «Газпрома», российских олигархов встречались с белорусскими политиками, с белорусскими журналистами. Шел уже страшный гешефт. И если вы заметили, вот эта кампания так называемых выборов в Беларуси, это была самая дорогая кампания в истории Беларуси. Никогда в политической истории Беларуси новейшей не было таких денег. Это нужно, честно, прямо сказать сразу. Сергей, это очень интересно. Я хочу договорить про Лукашенко как личность. Вы сказали про его неуравновешенность и так далее. Я не могу этот вопрос не задать, потому что появилась информация в белорусских СМИ, что мне раньше рассказывали, что он наблюдает за пытками через видеокамеры в СИЗО вот этом номер 1, да, и сказали, была такая информация, что он лично там бил Протасевича. Это может такое быть? Я в это не верю, но я вам скажу одну вещь, понимаете, своими абсолютно бездарными действиями этот человек и вот этот садизм, который был со стороны силовых структур, сформирован какой капкан, что любое, даже любой мусор, любой фейк, он сейчас, может быть, ложится на благодатную почву. Конечно, сейчас вот что угодно скажи, хоть он человека съел, да, понятно, он там немножко там кого-то и ест, и люди поверят. Ну, когда человек сажает гражданский самолет Евросоюз. Он сделал страшные ошибки, непростительные для страны ошибки. И эти ошибки произошли еще даже ранее, когда была эта вся политика от нацизма, привязывание Беларуси к России, когда даже на этом последнем этапе он не смог переступить через свое эго и начать диалог с национальной элитой, остановить вот эти все притеснения против патриотов, легализовать тех людей. А какой-то момент ведь была с его стороны такая пауза, что ли, в репрессиях, да? Типа он хотел какую-то имитировать политическую жизнь. Это какой-то год был, я не помню, что там кого-то отпустил он из тюрем и так далее. Но потом, видать, опять испугался. Россия ставила очень конкретную кампанию на это. Да, вот это интересно. Компания, да, подождите, прям хочу обозначить. Компания вот этого года, которая в августе, с чего начались события, да, вы утверждаете, что туда было вложено больше всего денег. Причем денег, казалось бы, безнадежные выборы. То есть выиграть у Лукашенко, он уже диктатор, он правит, я не знаю, там почти от распада СССР, там, да, вот, и выиграть невозможно. Почему люди из России, как Бабарыка, например, да, правильно его фамилия, да? Он вообще газпромовский менеджер, да? Он был больше 20 лет представителем дочерней компании Белгазпромбанка в Беларуси. И через него, как мы потом уже узнали, переводились капитальные суммы по панамскому досье. Поэтому американцы имели именно при еще Трампе и Помпео
Вот. Но это не по шейнике шапки. Если бы мы были власти, мы бы отдали его американцам. Но ясно, что Александр Григорьевич так боится панически Путина, вот, что он на это не пошел. Ну и это только один из фрагментов этой истории. То есть вы считаете, что во многом эти выборы, которые привели к протестам, были результатом инсценировки? Безусловно, это была методичная, очень системная кампания Москвы по превращению страны, Беларуси, в такую, знаете, серую зону. По делегитимизации вообще Беларуси, по обрыву всяких контактов с Западом. Кстати, про это очень детально писали некоторые белорусские, даже провластные эксперты в 2018-2019 году, которые получали информацию из открытых и закрытых источников, в том числе из российских, что предлагала, значит, российские спецслужбы, что российские институции известные, в том числе те, которые в силовых структурах, там, Министерства обороны Российской Федерации и так далее, но на предмет того, что должно происходить в Беларуси. Все это было предсказано. И, кстати, разработанная кампания санкций в отношении Беларуси, это кампания, которую, кстати, утверждают названные политологи, допустим, они писали про это еще в 2019 году на Лубянке. То есть, как должно было быть в этом санкции введены против Беларуси, и Беларусь должна быть обесценены наши активы и спокойно переходить в собственность. Но сейчас, мне кажется, все исполнено. Все идет как по нотам. Плюс, понимаете, всплывание этих людей, которые появились. Я очень не верю людям без истории, без всякого бэкграунда. Когда был какой-то бизнесмен, работал в Москве, и вдруг решил стать президентом Беларуси. Тут он становится, такой же, значит, враг режима, и такой же деловой, и у него какие-то средства, там непонятная поддержка, неизвестно какая со всех сторон, и СМИ все с ним, и какие-то элементы, и все. И, значит, или же когда с этим банкиром, или же с этим Цепкало, да, который известен только особыми отношениями с Кремлем, и то, что он в свое время работал с российскими ГРУ, и по этой линии смог в свое время протежировать самого Лукашенко в Москве, когда Москва еще выбирала на той стадии, на кого же поставить. А это вы назвали двух кандидатов сейчас. Я просто пытаюсь не упустить хоть Борисовича и Цепкало. Цепкало тоже ведь был кандидатом, но он не смог зарегистрироваться. Но с Тихановской мы же знаем историю, просто совершенно случайный человек. Но однако сидит. Я про Тихановскую. Я про мужа. Муж-то должен быть. Да, но с другой стороны, понимаете, посещение Крыма, значит, дружба с сепарами и попадание на сайт «Миротворец», это тоже как бы есть какая-то кармическая какая-то связь. Знаете, и человек там, он же вел компанию Жириновского, это Компас Продакшн, известная московская фирма, он дружен с Жириновским и так далее. Я не знал, честно. Да, значит, это не надо забывать про, значит, все эти вещи. И на самом деле наша позиция, наша организация, которая и сегодня не зарегистрирована, это создать комиссию, такую серьезную комиссию, с участием, кстати, в ней должны быть и украинцы, наверное, представители власти, и мы все равно к этому придем, которые расследуют преступления и убитых людей, кто виновен, но и все, что происходило до того, чтобы мы получили, наконец, полную картину. Потому что это будет все равно еще, я предсказываю, годы, а может быть десятилетия, резать белорусов, что это было такое. Что это было такое. Вот эти полгода, да? Эти полгода, да, вот эти все, откуда-то непонятно эти. Но не забывайте тоже, в конце сентября 2020 года Лавров затребовал от Лукашенко, чтобы он освободил более 1000 российских граждан, которые участвовали в протестах. Я не знал об этом тоже. Они были с двух сторон. Они были по разных, значит, как бы направлениях. Но, конечно, тут шла работа Москвы на полную катушку. И нет никакого сравнения, например, с украинским Майданом, с одним и вторым, на которых я был. Потому что совсем другая атмосфера, совсем другой национальный уровень общества, совсем другие
Ну, не забывайте, что начиналось ведь вообще сразу, не было никаких бело-красно-белых флагов. И был уже знак был лапоть. И лаптем хотели там забить таракана. Это Тихановский. Его был символ. И только потом, уже в августе, появились бело-красные флаги, бело-красно-белые национальные наши Но флаги. все-таки эти флаги объединили людей. Определенное Это, количество. конечно, люди устали от режима. Конечно, люди хотят перемен. И где разобраться простому человеку, когда нет никакой информации альтернативной? Когда ничего не понятно, значит, нет никаких возможностей для альтернативной точки зрения. Где тут в этом все? И люди смотрят русский телевизор. Да, и люди, конечно, многие купились на это. Люди на самом деле пошли. Люди, ну, Лукашенко очень утомил людей. Ну, 27 лет у власти, даже что-то много социально он сделал, но все равно. А много чего он уже просто вышло другое поколение. И это объективная вещь. Да, конечно. Это объективная вещь абсолютно. Что бывает с любым, даже успешным диктатором, если он пересиживает, как говорится. Ну, Пиночет вроде бы был успешным экономическим диктатором. наш месседж сейчас у Лукашенко, и вот еще раз это говорил, пользуясь возможностью на этом канале. Если независимость Беларуси удастся сохранить, многое вам, представители режима, будет прощено. Многое. Но сейчас, как бы ни было сложно в этой ситуации, спасти страну можно. Но нужно действовать правильно и нужно сейчас даже садиться за стол с национальной элитой. Не с этими российскими казачками, а с теми людьми, которые все эти годы боролись за независимость, которые давали лучше, которые подготовлены, которые имеют влияние, которым прислушиваются. Слушайте, но вы же друг друга ненавидите. Он вас ненавидит, вы его ненавидите. Как вы сядете за один стол? Ну, я вам скажу, знаете, а разве в других странах была лучшая ситуация? Ну, вот того же Ярузельского. У него же были руки по локоть в крови. Он убил людей очень много. Там больше сотни. Что, вы готовы простить Лукашенко? Нет, я думаю, что это все будем разбираться. Будем разбираться, но разбираться с учетом национальных То интересов. есть ваш приоритет, я просто понял, да? Это довольно странно звучит вот в украинском эфире. Но ваш интерес просто, чтобы страну тупо не оккупировали совсем. Безусловно. Это- Безусловно. И как это ни парадоксально, вот наша позиция, она становится более популярной. И оказалось, что много людей, даже которые друг друга не знают, потому что в тоталитарной системе невозможно. Ну, это было. Коммуникация Вот нормальная. Алена Васильева, да, ну, Миновито ТВ, смотрите. Как, Но она же бежала из... Да, ну, вы до сих пор там. у вас было времена, что я вас по полгода прятался, когда меня в Беларуси ловили. А сейчас А почему, теперь пришло сейчас время, не угрожает? что я патриот стал центристом. То есть между двумя лагерями радикальными. Одним либеральный пророссийский лагерь, второй авторитарный пророссийский лагерь. Вот патриоты стали становятся какой-то вот кочкой, на которой все стараются. Ну, у вас система, конечно, совсем все изогнута. Очень все сложно. Люди некоторые просто это все смотрят, как... Ну, мне, например, удалось, значит, через мою позицию такую последовательную. Я с одним лагерем, с другим. Чего мы добивались? И я, в частности. Ну, смягчение этой ситуации. Бьют, да, говорят, не убивайте, бьете, но не убивайте людей, не калечьте людей, не унижайте достоинство людей. Ну, что это ставится на колени? Ну, не все, не знаю, даже если удалось спасти какую-то часть людей, некоторые силовики, я знаю, что сигналы доходили, потому что ведь очень много еще не расследовано, и реально значительно, конечно, и больше, я думаю, я утверждаю, что больше убитых с двух сторон, кстати, но власть об этом не говорит, потому что боится, знаете, возникновения такой моды на убийство. Вот они в этом что-то такое есть, как это. Хотите сказать, что милицию убивали тоже? Я думаю, что были убиты. Вот за последние месяцы мы слышим, как вдруг там был убит какой-то там милиционер, который там командовал, понимаете. Вот. Это еще будет долгое время сказываться. Общество расколото. В каких пропорциях? Я вам, опять же, вот здесь кого и кого? миф, вот ложь. Знаете, как устал, вот меня почему многие не принимают эту новую позицию? Потому что устали от лжи режима, а здесь ложь такая же.
Ну, когда лжет Латушка нагло, когда лжет Тихановская, ну, она лжет, может быть, по глупости, ей дают бумажку, она читает. Она же сама, может, не придумала это. Вот, она лжет, потому что ей дают что лгать. Вот. Если говорить честно, ну, 20% атомных Лукашенки есть. Не 3, не 2. Ну, извините, одних там силовиков сколько посчитать. Ну, 20 это мало по сравнению с тем, какую он популярность имел. Да, плюс лоялисты. Это кто такие? Это те люди, которые, знаете, увидев все, что происходит, хотят стабильности, хотят стабильной работы, вот, хотят жить в независимой стране. Это нормальная позиция. Тут не надо этих людей сурово осуждать в этой ситуации, когда нет вариантов, пока еще не предложены никакие цивилизованные варианты выхода из этой ситуации, чтобы поменять диктатора. Вот. И с другой стороны, люди, которые недовольны властью, таких тоже процентов, я думаю, до 40. Но недовольны по-разному. Недовольны властью, но просто люди голосовали, многие, за ту личность, хоть кого-то. Грубо говоря, если бы поставили лошадку, может быть, за лошадку бы. Ну, слушайте, ну Тихановская действительно, она же не политик. Она просто супруга человека, который хотел баллотироваться. Ну, и он-то не политик. Конечно, конечно. С одной стороны, это трагическая личность, безусловно. Кто? И Тихановская. Потому что она, ну, оказалась не в том месте, не в тот час, как говорится, или, может, с ее точки зрения, в тот час. Но все, что они не сделали, оно имеет очень страшные последствия для страны. Например? Ну, все, То есть риск потери независимости вы имеете в виду? Да, и убитых людей, и призывы идти, давайте пойдем, куда пойдем, чего пойдем, за что пойдем, главное. Если скинем диктатор, значит, даже ответ, что будет дальше. Сергей, давайте это промотаем и попробуем заглянуть в будущее. Помню, очень глупо смотрелось, мне как-то даже неловко было слушать, в Украине это ужасно воспринимали, когда Тихановская говорила: надо, Владимир Владимирович, приди, рассуди нас, так сказать, маленьких людей, вот вы можете быть миротворцем. Потом они ее объявляют в розыск, она, естественно, уже в Польше, в Литве, да, вроде как все, но смеются люди, ну поезжай, вот тебя отправят в тюрьму, там, ха-ха-ха. И тут я вижу 3 дня назад новость про то, что Светлана Тихановская снята с федерального розыска Российской Федерации. То есть это что означает? Приглашение к визиту в Москву, это в сторону Лукашенко, типа, ну ты там будешь упираться, да, вот мы сейчас пригласим Тихановскую, будем с ней разговаривать, как вот Америка же любит с оппозицией в разных странах общаться. Скажет, ну мы тоже вот присматриваемся к разным лидерам. Что это означает? Зачем снимать с розыска, если ты сказал твердо, я за Лукашенко, он президент Беларуси, идите все к черту? К сожалению, все эти тезисы, которые вы сказали, верны, но к этому еще... Что, серьезно верно? Я вообще от потолка. Но, к сожалению, посмотрите ее выступление сейчас в Сенате. Когда сейчас? Мы не особо... Вот несколько дней назад буквально. В Сенате, я подчеркиваю, Соединенных Штатов. Да. Значит, ее разговор, вот, который потом, значит, ну, она говорит, что это внутренний конфликт. Она требует санкций к белорусским предприятиям. Вот. О том, что Путин не будет долго поддерживать Лукашенко, она не говорит о независимости. Она не говорит главное, что страна висит на волоске. Она говорит о нарушении прав человека. Но она вернулась к риторике «Путин реши». Да, что ли? Она ничего не... Она ушла вообще. Ничего на эту тему. Ну, хорошо, если Путин предложит хороший. встречу. В целом, Путин в целом он может играть позитивную роль, скажем так, да? Да, вот как бы такая. Она последовательна в этом. А я думал, она отказалась. Вот когда начали принимать западные правительства, я думаю, что от этой идеи «Путин, помоги» отошла уже. Но она же признала, наконец сказала, что Крым это украинский, только... Ну, в том-то и дело. Только да. Несколько месяцев, там, по-моему, 2 месяца назад. Но после слов «Крым украинский» с Путиным не разговаривает. Путин с ней разговаривать не будет. Вот где тут игра-то, я понять. И тут же с розыска снимают. А же она опять теперь должна сказать, что Крым непонятно чей, что ли? Я вам скажу, что тут много эквилибристики. Очень много. Политической. Не забывайте про его команду. Там бульдога с носорогом. Вот. Дело в том, что в команде есть разные люди, но нет жестких защитников незалежности. Вот в чем проблема. Просто конъюнктурных. Много конъюнктуры.
Вы, сейчас, секундочку уточню, кто такой защитник незалежності? Ну, в первую очередь, я считаю, это белорусскомовна людина, да? Вы белорусскомовна людина. Тоже Франк Вечерка, правая рука или там, не знаю, ну, кто он, советник, да, Тихановский, он абсолютно белорусскомовна людина, да? Вообще их не так уж много белорусскомовных людей, которые могут свободно владеть настоящим языком этой страны, который загнан просто там куда-то, да? Вот. А что значит, он что, не патриот, Франк Вечерка, который говорит по-белорусски и хочет демократии в своей стране? Знаете, Франк Вечерка, конечно, очень образованный дипломат, я бы сказал, на самом деле, это политик. Ну да, он, по-моему, не одним языком владеет там даже. Вот, но его эволюция за час его работы с Тихановской, я вам скажу, меня неприятно, очень неприятно. А вы раньше имели общие какие-то... Нет, мы так не были знакомы, но мы заочно, конечно, знали друг друга и знаем. И я увидел совершенно другого человека, который я раньше слышал, как человека достаточно патриотичного, мужного, белорусскомовного, да. Так у вас за это дело уже, за белорусскую мову, можно было спокойно пострадать, вот, на любом уровне. Тут же я увидел, знаете, политик, я увидел, скажу такую одну, термин политиканство. Я увидел, совершенно не увидел национальной политики, я увидел политиканство и исполнение какой-то, наверное, тоже заказной линии. И это очень страшно, когда в такой момент вот на плаву, на первом уровне находятся такие люди. Потому что ну, есть определенный гешефт не только у нас. Это же мы понимаем, что идет большая игра. Большая игра. И, к сожалению, есть так называемая часть либерального пояса на Западе, которая очень кооперирована с московскими, с российскими структурами, с олигархами. К сожалению, при всех этих вещах мы слышим уже противоречивые сигналы. Не просто так же они радовались, что вот удалось проломиться в эшелоны Демократической партии США, когда вот эта медведевская группа олигархов... Ну, это когда был тоже, господи. Да когда было это? Ну, вот, а Беларусь, ну, Беларусь не жалко, ну, какая-то, знаете, что мне тут очень тревожит, что когда идут вот эти вот какие-то сообщения, коммюнике, там, американских, вот сейчас новой администрации, когда говорят про Украину, защита независимости, подставим плечо, когда про Беларусь говорят нарушение прав человека, значит, проделки диктатора, посадили журналистов, ни разу, нигде за последние месяцы не прозвучала защита независимости. Что это значит? К сожалению, это гешефт. Это гешефт. Но я вам скажу... Гешефт кому? Это гешефт с империей. К сожалению, мы же видели это в истории, западной истории. Ну, 1939 год. Ну, очень похожая аналогия. Когда так много цинизма, а когда так много цинизма мировой политики... Это вы имеете в виду Польшу уже? Да, я имею в виду даже больше Чехию. Когда Судетскую область, допустим, понимаете, а когда ее делили немцы, вы же помните, тогда от нее походующие поляки оторвали кусок Венгрии. Ну да, люди, окрестные страны думали, что к ним не придут просто. Да. Да. Потом был уже совместный парад в Польше российских, советских и немецких войск. И, боюсь, это все очень дурной знак. Опять вот Европа стоит в такой ситуации. Нельзя допустить аннексии Беларуси. Аннексия Беларуси обернется, еще даже не понимают люди, какой бедой обернется всем народам соседним. Это преступление, это, возможно, начало какой-то новой страшной войны. Ну, 1000 километров провокационной серой зоны, которые уже будут... Россияне уже будут так уже, что ее использовать, что и как они, это же говорят на их каналах. На их каналах сейчас Соловьев, все эти Скобеев, все эти больные, они же говорят это, что наши ребята, те в белорусскую форму, пойдут, и украинцы примут, потому что это будут как бы белорусские парни. А известно, что украинцы устали от хунты. К белорусам они встретят. И все вот как бы. И мы как бы... И вот эти все вот мульки, все это... Но ясно, что горя, может быть, и дерьма очень много. Поэтому наш месседж к украинской элите, в первую очередь. Мы ближе всех. И от Украины очень много зависит. И есть национальные интересы Украины. Должна быть очень умная, очень шахматная,
политика со стороны Украины. Ну, приблизительно учиться в этом плане, в том числе и у врагов. Смотрите, если Лукашенко действует неправильно, давать ему оплеуху. Но если где-то правильно, нужно давать цукерку. Это не понравится. Но что он правильно сделал за последнее время? Ну, даже если есть какие-то... Ну, слушайте, всякие, мы говорили же про разные. Ну, я вот не вижу сейчас варианта, вот за что, как Украина может поддержать независимость Беларуси. Ну, я вот вариантов таких, не вижу. Ну, как? Нет, они есть. То, что вы хотя бы сейчас хватило ума не порвать дипстосунки, Не порвали. вот, это уже, да. Экономика остается. Сейчас учения идут. Если Лукашенко говорит, что нужны, или кто-то из лукашенского окружения, что нужны там, чтобы были наблюдатели и журналисты со стороны Украины, то не значит, что их надо, что не надо принимать это, что мы типа уже никак не контактируем с кровавым режимом. Я вам скажу, почему никто никого не отправит. Ни один редактор не отправит туда никакого журналиста, никто не подпишется под наблюдателями, потому что после посадки самолета, тут замкнутый круг с Протасевичем, я условно редактор, отправлю журналиста, не знаю, вернется он или нет, после Гриба и после Протасевича. Возможно, да. Но тем не менее, если это дипломатический работник, они все равно в Беларуси действуют. Или же есть некоторые приняты дипломатические вещи, когда во время учения осуществляется подобный мониторинг. И его нельзя и другим странам в том числе. Вот, потому что выходит, что их действия, я не верю в наивность современных европейских политиков. К сожалению, это не наивность, это цинизм. Цинизм, конечно. По отношению к Украине мы то же самое видим. Да, нас запихивают. И ясно, что там Путин им пообещает, пока не будут трогать Украину, расправлюсь с белорусами. Пока, но никто, ни один российский политик, я ни разу не слышал о том, что им интересно Беларусь без Украины. Они это видят только как... Они-то видят. И вот знаете, что нашим военным говорили, когда были прошлые учения? И вот сейчас, когда я имею возможность контактировать с разными людьми, они говорят, что не нужно бояться. Не нужно бояться. Мы пойдем дальше. Мы даже не будем останавливаться. Смотрите, как вам относится Запад, за который вы так цепляетесь. Нас вообще совсюду выплевывают, там все закрыто. Мы не будем даже... Не надо сопротивляться. Мы пойдем дальше. Там отрезать Прибалтику, Украину и так далее. Вот сейчас, в данный прям момент, когда мы тут сидим, правда, с закрытыми дверями без камер, Байден и Путин обсуждают что-то. В том числе, как было сказано, Беларусь. Но если не сказали, у них по пунктам все записано. Значит, будут. Вот как вы думаете, что они будут обсуждать? Права человека, освободить Протасевича? Или же они будут ему говорить, не стремись Беларусь присоединить, это будет красной чертой? Вот ваше предположение просто. Знаете, вот вы задали вопрос, на самом деле, на $1 миллион. Да, вообще. Потому что я сегодня встал с утра, сходил, помолился в Владимирский собор, чтобы Господь все-таки нас уберег. Да? Это все, что на сегодняшний день я могу сделать. Но ситуация на самом деле такая, что спать спокойно очень будет сложно. Не знаю, как оно там, но очень многие говорят о том, что существует угроза нового передела Европы, нового Мюнхенской такой сделки. И хочется верить, что это не так, что эти два старых человека, это очень старые люди ведь уже, да? Они уже устали. Мы тоже не молодые. Мы немножко моложе, наверное. Которые иногда там говорят даже какие-то вещи, не совсем понятные, совершенно непонятные, да? Они решают судьбы целых народов. Это неправильно. Без участия самих представителей этих народов. Я считаю, что это в принципе неправильно. Решать судьбу Беларуси, Украины без белорусов и украинцев. Вообще это, конечно, выглядит как встреча португальского и испанского королей в 1380, кажется, году, когда они мир как арбуз разрезали. Так сказать. Они тогда не знали, что арбуз полностью круглый, они так половину разрезали и сказали, это тебе, это мне. Но, конечно, так не будет в чистом виде. Конечно, Байден провел встречи и с НАТО, провел встречи с G7, да, где Путину обозначили, кто он такой, в принципе. Но насчет Беларуси, кстати говоря, тут у меня никакой уверенности нет. Потому что Беларусь можно сдать просто молчанием.
он может дать понять, что если типа по Украине, я уверен, что они, ну, Америка не сдаст Украину, я абсолютно уверен, то Беларусь в глазах многих де-факто уже в России. А тем более такой токсичный человек, как Лукашенко, ну, его даже никто не знает, как поддержать. Да, здесь вот поддерживали все эти годы там какие-то контакты, ну, как бы не в коня корм пошел по разным причинам, да, это уже ваше дело как. Ну, и так закроет глаза, отвернутся, скажет, ну, а что Эдуард, ну вот я говорю, что нам остается только верить, это все-таки 21 столетие. Ну, это, конечно, будет... После аннексии Крыма, знаете, уже никто в это столетие не верит. Вот, но и такое преступление уже, значит, знаете, это ведь преступление, как говорится, для мировой истории, как это уже не просто так, это уже выше среднего. Хотя мы с вами про это согласились, что времена страшного цинизма. Мы живем во времена опять лихолетия. Ну, похоже, да, на 38-й год? К сожалению. Похоже. К сожалению, очень похоже. И с нашей стороны остается только самим быть активным, доносить свою позицию. И уж точно сейчас нельзя, как я считаю, оставлять белорусов один на один с Москвой. Никто не знает, как вас не оставить один на один с Москвой. Потому что позиция, которую финансировали из России, как вы говорите, она в Европе занимается гуманитарными вопросами, встречами. Внутри вас очень мало там людей, которые могут что-то там сказать. И очень токсичный диктатор, которым иметь дело себе дороже. В принципе, если рассматривать это как спецоперацию ФСБ, то она крайне успешна. Ну, она успешна, но то, что всегда есть элементы, которые не могут даже самые страшные спецслужбы, самые страшные аналитики просчитать. Элемент случайности. Но даже то, что мы с вами говорим, и даже то, что таких же голосов вообще не должно было звучать. Они считали, что уже вообще зачистили патриотических лагерь. Лукашенко уже передавил всех, другие там уехали. Не должно было быть. Вот. И с другой стороны, знаете, я вам скажу такой факт. Вы, наверное, или, слава богу, не имеете возможности смотреть постоянно эти российские передачи. Но мне не имею желания. Да, но мне приходится, чтобы, учитывая ситуацию, Соловьев и вот в своих передачах, больше всего, знаете, кого он мочит Беларусь? Белорусскую армию. Каким образом? Как можно они мочить? говорят, За что? Они требуют зачистки офицеров, потому что они говорят, что это оплот сейчас национализм. Не оппозиция, говорят они, а там в оппозиции мы договоримся. А именно армия, они говорят, уже давно было бы Беларусь частью нашего славянского дома, но вот эти сволочи, значит, Тихой Сапы... Это прям вот этих шоу? Да, они вот саботируют, они не дают, значит, уже давно наши войска стояли, но они же что-то там ломаются, корчат себя незалежников эти. И главное, последние месяцы, главное у них мишень, как ни парадоксально, белорусская армия. Вот она такая... Значит, вот, хотел спросить. Кстати, и мишень со стороны белорусских, в отношении белорусских силовиков, вот СМИ «Новая оппозиция», это не очень мало про ментов, очень мало про ОМОН, армия. Главное, вот знаете, вот армия вот всем как-то мулит. Так армия же не участвовала в... Вот именно поэтому она и мулит. Что это такой, может быть, державообразующий элемент, который... Потому что, к сожалению, очень много, кстати, фейков, и очень много идет игры со стороны очень правильной медиа-игры, разработанной российской спецухой, на понижение вообще статуса Беларуси как независимого государства. Так, ну он понижен до предела. Вот то, что сейчас рассказываете, это для меня, я так сижу, слушаю, удивительно. Просто в моем понимании, я за это не очень отвечаю, поскольку я не изучал. Все спецслужбы пронизаны российской агентурой, как примерно у нас в Крыму было, да, и по щелчку русских будет точно такое же предательство, но просто Крым чуть меньше, Беларусь там чуть больше, в 4 раза, да, там или сколько раз. И оно будет по системе... Как же быть, что даже по опросах российских специалистов, социологов, 90% белорусов хотят жить независимо? Вот, это тот вопрос, который я не успел сейчас задать. Я как раз хотел задать, насколько поддержка вообще у всех белорусов просто факта независимости. То есть вы не хотят в России? Даже на митингах Лукашенко, поддержку Лукашенко, там периодически появляются российские флаги. Но уж понятно, уже конъюнктура аж пошла. Ни разу не прозвучало, что мы хотим в Россию. Ну, факт, это не прозвучало. То есть мы там братья, это все.
Вот, но, Ну, там же сценарий Лукашенко пишет. ну, конечно. Ну, вот, поэтому вот что мы имеем. Да? Ситуация такая, что белорусы не хотят в Россию. И это факт, при том, что иллюзия относительно Путина, что это все-таки они это не посмеют, они не такие. Но тут тоже многие думали, что не посмеют. Да, да. И вот это же звучало все тогда в августе. Ну, это было очень сложно вот нам, например, патриотам общаться. Я приходил просто поговорить с этими людьми, и некоторые не понимали, там, почему вот вас недостаточно видно, вы должны перехватить инициативу. Какую инициативу, когда люди совершенно были еще на том уровне, и эволюция идет, но это очень не так быстро это все. Это так все быстро. Значит, все, чтобы из советских людей сделать белорусских патриотов, ну, Александр Григорьевич сделал все, чтобы этого не было. Ну, конечно, мову загнал под лавку, идентичность национальную давил как только мог. В итоге сам оказался в ситуации, когда он, ну, фактически, действительно на волоске висит. И, хотел у вас вот что спросить. Ну, это глупый, может, вопрос. А почему вас не преследуют? А я вам скажу, потому что я, опять же, не поддерживаю, как не преследуют. Нас так не зарегистрировали. До этого, это же самое мягкое, что может быть. но до этого было всякого разного. Я в свое время занял первое место на выборах, когда еще только лукашизм был на ранней стадии. Ну, знаете, депутат так мандаты не получил. Потом одно дело, преследование по-другому. Потом, значит, приписываемые мне политические преступления. Ну и так это все происходило. А сейчас в этой ситуации я и наша политическая сила, мы заняли позицию как раз за национальный диалог. То есть мы публично говорили, что это российская спецоперация, что есть угроза, что ситуация может дойти до гражданской войны. И тут будет столько трупов, что Украина покажется... Я почему, Сергей, еще спрашиваю? Потому что я знаю, что вы дружите с Игорем Тополей, да? Вот. Это, ну, легендарный украинский националист и, ну, прекрасный человек. Он в студии у меня был, ну, мы не дружим так близко, но просто не видимся так часто. Но он человек абсолютно кристальный, как по мне, да, и он очень такой антироссийский, это мягко говоря, да. Алена Васильева, которая бежала из Минска сюда, вы с ней должны были прийти на этот эфир, просто по техническим причинам она не смогла вовремя прибыть, да? Я сказал, знаете, чиновникам одном, контактирую с некоторыми, если вы, ну, ума не надо сейчас. Если посадите меня, все, уже не останется. Но вас могут посадить? Могут, но если вы посадите меня, вообще не останется никого, кому может донести даже ваш месседж. Понимаете? Тем же украинцам. То есть, и вот все, да. На сегодняшний день мы единственная сила, которая может хоть как-то еще что-то пробовать сделать. Но сил у вас особых нет, давайте честно скажем. Но уличных сил у вас нет. Уличных сил тоже держатся на средствах, на материальных средствах, которых, конечно... Ну, я же говорю. Вот. Есть влияние среди определенных групп людей, ну, ясно, там, среди интеллигенции. Мы даже вот во время этих событий проводили свои нарады, да, ну, такие, собрались несколько десятков человек, там, в одном городе, втором, и консультировались, думали, как действовать в этой ситуации, да, то есть что-то делать в этой... Только одно, говорю, что доводить свою позицию, общаться с людьми, но и показывать, к чему может привести, что главный враг находится дальше, чем... Вы открыто говорите, что Россия враг. Да. У Путина, безусловно, есть военные силы. У Путина, безусловно, какая-то часть населения Беларуси его любит по разным причинам. Да? Даже из тех, кто ненавидит Лукашенко, которому он надоел. Стабильность, порядок в Беларуси, экономическое положение не очень и так далее. Что останавливает Путина от аншлюса Беларуси? Ну, он может по-всякому это проделать. Мы не будем сценарий описывать. Ну, а-ля 39-й год, когда там фальшивые решения парламентов были, там, Литвы там, и так далее. Ну, в общем, они по этим технологиям спецы. А силы есть. Ума как бы не надо для этого. Что его останавливает? Я вам скажу, есть некоторые вещи, ну, все-таки они получили очень большой урок по Украине, очень серьезный урок. И они в Беларуси, им и хочется, и колется. То есть Украина в каком-то смысле защитила Беларусь, да? Хотя бы на какой-то Конечно, время? конечно. У них слюни, конечно, текут, но с другой стороны, они сами опасаются того, ну, во-первых, все-таки люди выходили же.
Люди выходили, Ну да, видели, они- какой потенциал. и то есть это если вдруг Они боятся русские войдут, может быть получить новая волна. получить такую, знаете, бунтующую провинцию, бесконечную проблему. Вот. И здесь с их не самой мощной экономикой ясно, что после этого, кстати, будет... Он уже до этого назван Украиной. А после этого аналогия с Гитлером. Аналогия с Гитлером, она уже становится, Я давно говорю про аналогии с Гитлером этого режима, с Муссолини, с Гитлером и так далее. По идеологии больше с Муссолини, по замашкам внешней политики больше с Гитлером. Вот, но, и тогда и SWIFT, все, и уже совершенно иной мир. Вот, возможно, они мучаются пройти эту... и хочется и колесно, хочется сильно. Хочется сильно, но с другой стороны тоже, значит, те люди, которые там хотя бы имеют какой-то интеллект, они понимают, что какая мобилизация, какие средства нужны, какая экономика нужна. Вот. А это все наладан дышит. Наладан дышит. И я слышу, некоторые их эксперты говорят, что после Беларуси Россия развалится. Ну, просто надо их кормить уже будет. И же какой же надо держать... Я вас немножко разочарую. Он лучше оставит с дырками вместо туалетов всю Сибирь, чем... Ну, то есть вот Крым нам показал, что он за ценой это не стоит. То есть денежный вопрос для него не первый. Я просто вот так вот свой расклад в голове вам скажу. С Украиной, конечно, не получилось так, как хотелось. И сейчас он понимает, что не получится. А вот этой своей любимой женщине, на которой он женат, на России он женат, мы же знаем, да, ей же нужно все время каких-то добычу приносить в пещеру ее, вот ментальную. И сейчас удобнее добычи, чем Беларусь, а де-факто не существует. Я думаю, что вот после этой встречи мы не знаем содержания, как там с ним Байден поговорил, да, и, наверное, и не узнаем до конца. Но в том числе это будет видно по отношению, какие действия или бездействия будут по отношению к вашей стране, потому что очень соблазнительно сделать такой блицкриг, типа бескровный в Европу. Насколько, как вы считаете, насколько шансы у Путина велики? Все-таки действительно оккупация вульгарная – это такой себе сценарий. А насколько у Путина велики шансы надавить все-таки на Лукашенко так, а он загнан, конечно, чтобы он добровольно присоединился к России, чтобы его парламент проголосовал это дело, и как бы, типа, а мы-то тут при чем? Нас там не было, белорусы сами попросили. Я думаю, что Лукашенко будет упираться все равно в этой ситуации до последнего. И я думаю, понимаете, какое имеет значение, где ты умрешь? Умрешь, значит, на даче рядом с Януковичем очень быстро. Кстати, ему не простят все это грех и гетманство. Значит, все эти... То есть в России ему не жить? И он натворил для них он натворил слишком непростительные вещи. Он оскорблял, всякое же, давайте скажем, было. Вот. Ну да, просто с солнцеликим надо быть вообще ниже травы. Да. Ему старость Януковича не подарит. Ага. Он знает, что его ждет, его семью. Больше того, скорее всего, чтобы удовлетворить часть таких, знаете, вот в обществе есть такая категория холопов, да, его показательно уничтожить, его семью как-то особо жестоко, да. Я думаю, вот что-то... Поэтому Александр Лукашенко все это знает. Он будет упираться до последнего. Но русские же напугали его. Вот это, они задержали группу, где был вот этот политолог, напомните мне его фамилию, который в Украине тут выступал, я просто забыл, вылетел из головы. Такой он грузный человек. Его задержали в группе, вот не Автуховича, а в группе. Вы имеете в виду Федуту? Федуту, это история с этим заговором, это, конечно... Ну, так вот они как раз и напугали, что вас убьют. Я вам скажу, это трагикомичная история. Однако же... Некоторые сделают это комедия, но это трагикомедия. Потому что судьбы, поломанные судьбы людей... Это ужасно. И все это ради того, чтобы посеять в Лукашенко страхов. Там страха и так достаточно. Вот, безусловно. Но вот как бы люди, я не представляю, как можно лететь в Москву, как можно какие-то там русские друзья там подсказать, но это все... Сергей, мы в голову ему не влезем, и на самом деле не мы тут решаем судьбы мира, вот, и у нас передача, к сожалению, подошла к концу, но я думаю, что очень сильно загрузили для размышлений наших зрителей,
И я думаю, что Беларусь нынешняя, вот после встречи Байдена с Путиным, это как раз тот лакмус, который покажет, куда двинется мир. Либо в сторону открытой уже Третьей мировой, большой, либо как-то иначе. Спасибо, что пришли. Я надеюсь, что вас не тронут все-таки, потому что никому не пожелаю судьбы политически заключенных в Беларуси. Спасибо, что спасибо, Эльдар. Спасибо, что смотрели. Через несколько минут наша программа продолжится. Не переключайтесь.